Ну, наш коллектив «Реченька» был создан в 1976 году на основе художественной самодеятельности. Конечно, песни всегда пели. Были всинские певуни и те, кто заводила всех концертов. Но когда вот в Синск приехали молодые специалисты Галина Николаевна и Валерий Иннокентьевич Киселевы, вот тогда они, как такие инициативные, решили создать коллектив. И вот художественная самодеятельность, тогда не имея еще названия, которое мы носим сейчас, они концертировали, ездили на гастроли, да, и пели старинные песни. Это, конечно, были наши прабабушки, бабушки. И спустя некоторое время вот собрались они и решили назвать коллектив «Реченька», потому что речка-то наша синяя, да, наша поилица, наша кормилица. И вот так нежно и ласково назвали «Реченька». И вот с тех пор «Реченька» живет, радует своими песнями. В 1994 году мы защитились название «Народный», и с тех пор, да, мы народный коллектив. Вот к 20-летию нашей организации, общественной организации «Потомки государевых ямщиков», о Синске я написала статью как «Синск. Островок фольклора и истории». И в этой статье я написала о каждом участнике, о каждой бабушке, которые пели. И короткая справка, кто они, что они, какие они по характеру, какие они певуни, что они любят. Вот это, конечно, будет, наверное, вызывать интерес у нашего подрастающего поколения. Наш ансамбль «Реченька» имеет свой спутник, ансамбль «Родничок». Это детишки школы, которые поют. Также и танцует кадриль, когда в свое время, да, помните, да, бабушки наши говорили: «Ча, кадреллака». Не станцуем кадриль, а по-якутски кадреллака. И начинали танцевать кадриль. И вот наши дети тоже танцевали, выучили этот танец и танцевали. Осовременили, да, но тем не менее, да. Этот танец не ушел никуда. Еще у бабушек был танец иркутянка. Иркутянка, да. Вот. Танцевали бабушки все. Иркутянка, да. Ту-степ, переходная полька. Но вот эти танцы мы, собственно, тоже и танцуем. Чем вот хорош наш коллектив, да? У нас есть молодежь, к нам приходит молодежь, хоть в маленьком количестве, но есть. Вот наша яркая звезда Николай Нечаев. Он солист, он поет частушки, он пропагандирует, поскольку он учится в городе, он поет и там, да, распространяет, так сказать, нашу ямщицкую культуру. Ярослав у нас молодой совершенно парень, да. Радует то, что у нас есть мужчины. Вот. Как всегда, проблема всех хоровых и вокальных коллективов – это отсутствие мужчин. А у нас мужчины в Синске есть. Это очень хорошо, да. Октябрина Егоровна. Ну и, в общем-то, первым руководителем официальным у нас является Лидия Андреевна. Ну и, конечно, Лидия Андреевна росла творчески, уехала в Якутск, оставила наш коллектив. Но мы как-то никуда не ушли, сохранили свой коллектив. Ну, я несколько лет работала, как сказать, то уходила, то приходила, приходили специалисты, потом эти специалисты уезжали, а опять я приходила в этот коллектив, да, опять я руководила, в общем, типа бессменного руководителя. Несколько лет руководила, но вообще ездили мы очень много. Были победителями в различных конкурсах. Очень много мужчин у нас было, больше 10 человек было, да. Один Галкин чего Один стоил, Галкин, да, Игорь Николаевич. Это такой уникальный нет, бас, это вообще... Вот такого голоса у нас сейчас нет, конечно.
Вот что хочется сказать, нет бабушек вообще. Ну, мы сами сейчас бабушки, но почему-то себя бабушками не хотим называть. Мы все еще как средняя группа остались. Бабушек наших вообще никого не осталось. Одна Альбина Николаевна, и Татьяна Митрофановна. Татьяна Митрофановна, Ну, она да. сейчас тоже в городе поет, в Якутске. Да. Ага, 90 с лишним, 94, 93, да? Пошел, и она поет, прекрасно поет до сих пор. И пляшет. Да, мы вообще молодцы, хотим сказать. Если даже вот в коллективе у нас очень много, около 30 человек в общей сложности, ну, какой-то концерт, кто-то приехал, надо встречать, но не все могут собраться, но 5-6 человек мы можем заменить весь ансамбль. Да, не хвастаюсь, хочется сказать. У нас два прекрасных музея. Вот у Лидии Андреевны и у Марии Афанасьевны. Вы сегодня были в гостях у Марии Афанасьевны. Она прекрасная, и у нас рассказчик, она так много, долго вам рассказывала всю историю Синска, наверное, да, Мария Афанасьевна? Но мы хотим сегодня, вот я хочу вспомнить Алексея Ивановича, нашего краеведа, человека, от которого мы узнали историю нашего села. В свое время, вот когда мы были детьми, мы свою историю вообще не знали, да? Не придавали значения даже. Не то, что не придавали значения, а табу какое-то было. Жили, Так да. ведь, да? Мы не знали, откуда мы приехали. Как мы появились вот в Якутии, вроде бы русские, но не знаем русского языка. Вот Надежда сказала, что она в 1 класс пошла. Я то же самое. Если мы видели русского, да, мы говорили, ой, ну человек, А сами-то? а сами вроде как русские. Ну, серьезно. Не знали русского языка. Вот так в школу пошли. Русский класс пошли, то мы учила говорили. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы молодежь к нам шла. Идут, конечно, но очень мало. Наша звездочка, наверное, закончит и где-то опять в Якутске останется. Хотя мы его сюда зовем, ну, надеемся. И вот, пожалуйста, еще одна звездочка подрастает. Ну, она в городе будет жить. Куда денешь? Ну, в летний период. Да, в летний период сюда приезжают. Ну, везде участвуете, если мы Да, тоже да. везде участвуем. Если говорить обо мне конкретно, да, я не синская, я аймуранская, из ямщиков аймуранских. Мой отец был известным гармонистом, Егор Федорович Филиппович. Да, он играл на гармонии. Вот, Ни одна гулянка не обходилась без Егора Федоровича. А плясалка? Плясалка, да. Они специальную школу заканчивают? Не-не-не, Самоучки все были. сами по себе сидят. А вы как Мучка. Нет, у него есть образование. есть. Да, Ну, это Это позже. Нет, он самоучка, он еще в школе учился, он играл. А сейчас есть молодые, которые вот играют? Нет. Оу. Никто, по-моему, не учится на баяне. У нас нет Нет, есть ребята, которые какие-то азы получают. Есть ребята. У нас была музыкальная школа, но она закрылась, видите. Во время Советского Союза, во времена Советского Союза у нас здесь совхоз же был институтский. Вот совхоз очень здорово помогал и музыкальной школе, и вообще всем организациям. А вот сейчас нет, не касается этого совхоза. Кстати, вот я хочу сказать, да? Мой отец в свое время учился у Ходулова. Представляете? Вот это очень известная для меня вещь. Я никому никогда не говорила. Но сегодня почему-то вдруг вспомнилась. Я даже удивлялась, думаю, как это отец у него учился. Оказывается, одно время в Аймуране в клубе он играл. И как курсы их направляли в Якутск, и вот он у него учился. Я не знаю, он на артиста учился, на гармошке играть учился. Ну, Филиппов. Сейчас у меня два двоюродных брата, Клим Филиппов. Ой, Клим вообще гармонист, Валерий да, Филиппов Бога. тоже играет. Тоже. Родные мои братья тоже играют. У меня 7 родных братьев. У нас в семье 9 человек. 2 девочки и 7 мальчишек. Так что... А реченька будет жить, конечно, всегда. Мы надеемся. Вот такие красивые девушки приведут потом своих внуков. Внуков, конечно. Так, что еще будет говорить? А у Вот меня там своя наш самый главный солист. целая история тоже. У меня вообще совсем другая история тоже. Значит, я по фамилии Соловьев. Мой дедушка, ветеран войны, Петр Федорович Соловьев. Он Соколов. Значит, родился в Еланке. По крови, значит, я Соколов получаюсь, да?
в Иланке родился, как я знаю историю. Вот он родился последним, там, 12-м ребенком, что ли. Мама умерла. И, значит, его здесь усыновили, вот Соловьевы. Он мог умереть тут, а тут кормящих груди, как говорится, вот это. Мама. Да, мама. Кормилицы. И его вот прямо вот привезли вот на этих вот лошадях, там, ямщики-то. Вот с этими вот и привезли его сюда. Почтовики вот эти ямщики. И, значит, усыновили его здесь. Одни корни у меня с Аймурана. Бабушка у меня аймуранская тоже. Дедушка, получается, у меня корни с Иланки. И по Макаровской линии, по маме, с Батамая у меня корни. Вот. Тоже там Батамай, тоже станок. Ты про маму расскажи. Ой, маму расскажи. Она солистка ансамбля. В 90-м году я с армии пришел, и меня мама сразу это самое привела вот сюда в коллектив тоже. Это молодой, это 20 лет всего было. И мама вообще, она любила песни, постоянно всегда. Вот сколько вот кадров осталось, играй гармонь-то, где она пляшет, где на частушке поет. Очень много осталось таких видео старых. И она говорит, все, давай к нам в коллектив. Мама, я петь не умею. Чего там петь, научишься, что там, и все. А у меня этих песенников было. Вот, на, читай, учи слова. Я читал, что-то как-то потом пришел на репетицию, что-то посидели мы так, попели. Мне так понравилось. И тогда народу-то было много. Ой, бабушки, я помню, как бабушки пели, ой. Никитич тут помню, вот, ой, как как-то мы с ней попали, тоже что-то какое-то мероприятие, и мы с ней попали вот рядом, вот так сели, вот, за стол попали вот так рядом. И она сидит и поет, и меня так, типа не сиди, как пень-то, давай. Вообще она прям такая вообще. Там голос у нее прямо Звонкий такой. звонкий был. Артистка дева, как она пела. Самая артистичная она была. Всегда пастушок, и так прямо подмигивается. С Никитой со своим внуком она Да, с пела. Никитой тоже. Это да. Мама Мария Панасьевна. Вера Никитична, да. А как мы Михаила Борисовича приглашали? Он вообще играл на гармошке, а у нас гармониста не было. И вот через маму Елизавета Георгиевна пришла к нам и говорит, возьмите моего Мишу. Я сам пришел. Не-не-не, мы сначала разговаривали с папой, а потом уже с Мишей разговаривали. Миша пришел, стеснительный такой был, прямо на сцене волновался со страшной силой. А сейчас вот наш единственный лицо нашего ансамбля, наш гармонист. Вообще, Ну, вот этих наших вот таких вот ансамблей же много же. Вечерка там, да, вот, и так, и Перезвон все, там и есть, там Покровский. Покровский, Бестяцкий, Монсогловский, все Ленские, вот Зори, выходцы, Даевские, Есинская, они Гуманисты, все там свои да, ансамбли Ленские, сделали. да. И вот когда мы собираемся на каких-то там фестивалях, мероприятиях, ну сейчас из-за ковида, конечно, это уже 2 года, как мы, второй год пошел, да, мы не можем никуда собраться. Прям так друг другу радуемся, как будто вообще И самое главное, да, И вот сестры, и братья там встретишь их. все выходцы из Реченьки, да, ну, большей части, да, они, уехав в другие села, они организовали коллективы, потому что вот школа Реченьки, она осталась в них, и они уже посчитали нужным, важным, да, создать, вот, допустим, в Максоголохе Валентина Петрова, да, пела с нами, создала ансамбль сейчас «Бубенцы над Леной». Теперь они тоже популярны, известны, да. Ирина Егоровна Стрекаловская тоже долгое время в Реченьке пела, уехала в Якутск, сейчас она там возглавляет руководитель Центра национальных культур и создала там коллектив «Ямские бубенцы». Они так вообще уже и за пределы республики выезжают. Они открывали международный конкурс «Этноэрата» в Москве, их специально пригласили, чтобы они вот эту старинную песню «Молотка» спели, которую мы пели, да. Они гости желанные на всех мероприятиях, в принципе, да, в Якутске. Затем то же самое выходец нашей Реченьки, не Реченьки, а Родничка. Юта Секретова, которая пела, ну она Стрекаловская, девочка это была, пела в Родничке у нас.
потом выросла. Теперь она руководит ансамблем Своим ансамблем. «Ямская гармония». Вот мой сын Тоже, туда да. ходит же. Вот это. Мой сын туда ходит, И там в вот Якутске он живет, и сын туда ходит ходит. Вот туда. Юта всех собрала наших там. Кто-то. Поэтому вот видите, какая Петя преемственность, там, ага, да? мой сын Свет Петя там Реченьки. Да, Свет Реченьки. Выходцы из Реченьки. участвует. Поэтому как бы даже кузница кадров, можно сказать, наш коллектив. Пусть они не профессионально, нет у них образования такого профессионального, но по зову души и сердца. И мы очень рады, что вот такие коллективы у нас есть. В Титарах есть Ленские зори, Ленские да, зори. тоже они молодцы, вот на энтузиазме держатся, да, поскольку хотят, чтобы вот песня была, жили, знали, что их нет уже внуки. Идяйская вечерка. Ну, Идяйская вечерка, она тоже одна из самых первых народных. Да. Там Антонина Колыткина тогда вот возглавила, долгое время руководила. Ну, потом, конечно, там меняются руководители. Да. В КТУ-жюри у нас там гармонистов, да, гармонистов много. Какой-то новый Нынче создали. Нынче новый Петровы, да, да. Петровы, Добрянцевы, там они. Рябинушка Висити есть, да. Поэтому как бы по нашим ямщицким станциям коллективы-то есть. В маленьком хоть составе, да, но они есть, по крайней мере. Вот. Вот вечерка раньше создалась или реченька? Вечерка. То есть они начали первыми. Да. Нет, ну неофициально Реченька была. Была она уже, да. Только вот название Без не было. названия. Без А они уже Они у них сразу. было уже звание. И вот есть такая особенность, да, в Енидяй 25 километров от нас, да, или сколько там? 28. Ну, пусть даже 30 километров, да. Вот та же самая молотка, да, мы поем ее протяжно, вот как она, а они ее Тоже в темпе. Они ее по-другому. И немножко у них даже текст какой-то другой, да, и они ее весело как-то поют там. У нас молотка страдальческая, на самом деле, не близка ко мне, да. Из милого дружка. Из милого буду дружка, спать одна, переживания о жизни, о переживания. жизни, да. А у них там молотка такая, игривая молотка. ну вот. Но там очень много гармонистов, кстати. ведь. Негодяи вообще, да. Ну, это маленькие У них даже еще и играют. детишки есть, да, играют. Филипповы, мальчишка Филипповы есть играют там. же. Филиппов, Да. Володя, мальчишка хорошо играет. Легко пойдет. А вот этот журинский мальчишка-то, который, ну он уже парень, который раз разворачивает гармошку. Добрянцев. Да. Вот он вообще играет на Ленинский. гармошке. Да. Женя. Классно так. Нет, Ленькинцы. Анатолий Анатольевич пусть не страдает, все хорошо. Ну и этот Варфоломеев у нас есть, Валерий Дмитриевич, тоже гармонист, хороший вот Знаете, класс. С Михаилом Борисовичем, да, частенечко Ольга, они знаете? пересекаются и играют Варфоломеев. Он Чкаловский же. Женя зовут же. Чкаловский же. Женя или Саша его зовут? Они уже Они, мы о другом говорим уже. Саша. И девочка же еще, которая с белыми волосами. Это Валерия, это Валерия. Ой, какой голос у нее. Ой, все поют. Ну, в принципе, да, мы тут выходцы из разных губерний. Мои, например, предки, они выходцы из Витебской губернии, и они остановились на станции Титаринская. И вот там Сухаревы, Федоровы, Голоковы, их высадили, и вот они там, как говорится, и осели. Да. Поэтому хочешь не хочешь, наверное, вот все ближайшие станции почтовые, они в каком-то роде родственники. Потому что, естественно, как я говорю, Сухаревы вначале женились на Федоровых, потом на Голоковых, потом пошли там и Филипповы, Да, и Козловы, и ездили, да, в Андабан ездили. да. В общем, за невестками куда Да, только из не поколения ездили. в поколение. Другой потом Горный Улус, потом Верхневилюйский, Вилюйский. В общем, А потом уже у нас да, парни были вливалась ой-ой-ой якутская какие. кровь, да, и венкийская, и якутская. То есть за этим скоросмешением следили тоже хорошо, да? Ну, Ну, конечно, четвертое нет. поколение они сходились. Я, например, дитё четвертого поколения Филипповых. У меня отец Филиппов и мать Филиппов. Так что, ну вот Надежда тоже самое. Филиппова у меня родители, и мама, и папа Филипповы. Один Аймуранский. Ну, я вот историю свою изучила, вот четвертое поколение, оказывается, Прокопьевских.
Около, покей калаш называется. Ну, у вас, да. Генеры, да. У моей супруги интересно тоже, вот у Ольги. Вот это мой, как сказать, племянник сидит. Да. Да, совсем близкий. Это через Аймуран. Тетя Санин, через тетю Саню, да. Вот. Вот видите, как. У моей супруги вот тоже интересная же история, да? У нее же бабушка вот Шараборина, которая директор это детского дома, Детского дома Шараборина, была, да. она же татарка была. Зинаида. Алёк Да, Минская. татарка была. Дедушка Михаил Иванович Якут. якут. Значит, Едяйский дедушка, он кореец. Не надо не кореец. Ну как его корейцы Корейца подкинули? просто нарвали, вон там жил, они в Нет. Якут он. Сказали, Нет, что ну, может подкинули быть, его. не надо, не надо. Но мне так рассказывают, что его подкинули. Корейская кровь. Ну, это тоже история, да, тоже рассказывает. история, да. И еще мне баба Саня говорила, что оказывается какая-то венкийская кровь есть, да? В Аймуране что-то. Якутская кровь есть. Есть якутская. Ну и венкийская, конечно, есть. Герасимовы тут рядом жили они. Приезжали, приходили. А сколько людей проезжало мимо Идяя, Аймурана, то есть Ардабана и так далее. Так что у нас А вот крови всякой. в Батамае дедушка Макаров-то, он же Степан? был банчик-то. Вот деда Макарова, отец-то банчик-то был, вот его еще, у него баня была, он там содержался. Он же якутом был, значит, у меня тоже якутская кровь есть. Тогда у моих детей сколько вообще там крови? Не считай, Много. А мы ведь не знаем, у нас такие красивые девчонки были. Да, да. Да, а проезжало-то сколько людей Да. мимо. Да. Потехин откуда-то появился, например, в Аймуране. Да. Ехал, Ехал и остался. Вот таких много. Вот, и я хотел бы еще отметить роль Анатолия Анатольевича, да, Добрянцева. То, что вот он в 2000 году вернулся в свой родной Хангаласский улус Да. и стал главой, да. И он же родоначальник вот этого общественного объединения, да, ага, потомки государевых ямщиков, да. Вот, а вы как оцениваете своего земляка? Да? Ой, Титаническая работа вообще была. отлично оцениваем. Нам его не Титанический хватает, труд вот это он сейчас вообще это заболел, всё. но работал-то Да. вообще хорошо же. Мы его и все, и началось вот это Молимся за изучение него. вот этого. Да, поддерживал. Да. Вот он организовал все вот эти играй гармонь, Это вот это всё все он, да, мероприятия. да. Это Он же всё организацию сделать очень трудно, это все вот всех собрать, там очень много же вопросов, вот там транспортировка, размещение. Информацию Сколько раз вот мы когда на Якутск ездили, он помогал с транспортом. Нет, а потом ему главное, вот ему вначале вообще никто не верил, что он может вот такой пласт поднять. Над ним смеялись, честное слово. Оди гармош каларами. Сейчас он. Представляете? А вот он, вот что он сделал? Он великое дело сделал. Мы сейчас, по-моему, за границей даже стали известны. Никто вот этой историей не занимается. Иркутская область не занимается, да? Хотя говорят, надо сохранять, надо, говорят. Вот только одни слова, да, а фактически на деле это... Зачем-то зачем? Как зачем? Если это сейчас вот мы уйдем, Это наша детям не культура, оставим, тогда конечно. что, все что ли? Да, история наша культура. Вот Анатолий Анатольевич говорит, что это сейчас, говорит, на российском уровне есть признание. Да. Ага, вот того, что есть такой субэтнос, да, потомки государевых ямщиков, которые имеют свои отдельные традиции, свою культуру, свои песни, сохранили там и так далее. И вот он сказал же вот насчет семейских, что вот когда были в Иркутской области, ездили, посетили и очень удивились, что оказывается, люди, предки которых были сосланы в одно и то же время, они сохранили тот пласт культуры, который был тогда, в это время. Ага. И они с собой перевезли его. И получается, что вот наши хангаласские ямщики, да, вот я читаю этого фрегат Паллада, Гончарова, да. И там есть окончание, возвращение в Россию, да, через Сибирь и так далее. И там как он ругается, что никто не говорит по-русски в Якутии. Говорит, заехал в земледельческую слободу Амга, попросил найти кого-нибудь, кто говорил бы по-русски. И вот они, говорит, нашли одного ссыльного.
который приехал 10 лет назад и еще не забыл русский язык. Еще не успел. Потом, говорит, этот приезжает в Якутск, и вот он, говорит, в Якутск приезжает, и там все говорят по-якутски. Ага. А потом, говорит, вот про хангаласских ямщиков я специально, вот когда в одном из постов сделал выдержку вот из фрегата Паллады, говорит, они такие там, ваших предков он хвалил, он говорит, видные, там туда-сюда. Ну, один минус, мало кто говорит по-русски. Потом Лёкминских он ругает. Он говорит, они там, говорит, и, говорит, татары, говорит, и даже, говорит, евреи есть. Он вообще там, ну, он такой. Ну, кстати, у Харитонова тоже как-то не совсем лестно отзывается он о Люкминских. Ага. А потом почему так? А потом, говорит, в Ленске, вот когда он был, и там, говорит, этот самый, где вот была раньше граница административной Якутской области и Иркутской губернии. Здесь еще говорят по-якутски, а через речку переправляют, а там уже, говорит, здрав буди барин, да? То есть по-русски, он говорит, троекратно облобызался с этим грязным, вонючим мужиком. Троекратно облобызался. Вот и Короленко же про Ардабан много писал. Да, у него есть. Ну и про Сенск у него есть. И про Сенск, как называется рассказ про Сенск? Есть. Вот сейчас я не могу вспомнить статью Алексея Ивановича. Да, Алексея Ивановича. Он был поражен. Всего два дома. Один бревенчатый дом. Это поварня. Поварня была, ага. И вот Алексей Иванович в своей статье он описывал. Был Короленко здесь, был очень недоволен. Не то, что недоволен, а поражен нищетой. Нищетой, да. Людей. Да. Они жили в мазанных этих домах. Ну, то есть, получается, ну, Анатолий Анатольевич пишет в книге Кытыл-Дюра, что очень многие были раскулачены в Кытыл-Дюре. Потому что ямщики жили состоятельно. То есть, получается, вначале, когда приехали, то есть осваивались. То есть, пока не приспособились к местным условиям, было тяжело. Конечно. А потом, когда приспособились, и уже начали хлеб выращивать. Да. Земля вырабатывать. Они же тогда только возили там за копейки, да? Им не разрешалось земледелием заниматься. Вообще они ничего не делали, только возили. А потом уже вот, когда договора стали заключать, уже они могли и земли иметь, все. Тогда, конечно, разбогатели. Многие разбогатели. Земля кормит. Вот даже взять у Аймуранского Матвея Николаевича. Романа Николаевича. Да. Роман Николаевич работал председателем колхоза, да. Его же тоже, мол, Что? ну, он как бы богатым был. Считался. Кулаком считался. Кулак Ромашка. Но вы говорите, он был председателем колхоза. А он был председателем колхоза, а потом почему-то стал он кулаком. Кулак Ромашка, его раскулачили, и он уехал в Якутск. Сбежал как бы, да. И Матвей Николаевич. Вот такое было дело. Кто работает, тот кулак. И вот Ну, у кого, извините, у кого много сыновей, да, вот те жили хорошо, потому что каждый сын получал землю. Да, А у кого девчонок много, Ну, так всегда было. Даже в ревизских сказках, да, там девчонки практически там и не засчитываются. Одни мужчины идут, да. Сколько лет. Ну, а у Филипповых в основном были парни. Парни, ну вот поэтому и... Ну, Филипповы же, вот Василий Васильевич Филиппов, да, Ну, Осипов, вот художник, это же тоже ваши родственники. Ну, это горные, да, это Горные. тоже наши родственники. То есть, говорят, какой-то Филиппов туда поехал, горный, там остался, там женился на Якутке и остался. У меня, например, прабабушка Вилюйская якутка. Маленькая такая, говорят, старушка была, полненькая. Так что у нас тоже намешано, сколько кровей неизвестно. Ой, нет. Вы не товаран. Ой, нет. Ой, нет. Ой, не воронде. Вы не товаран. Вот посмотрите, как Макзумовы, да? Ну, они же тоже Филипповы. Посмотрите, какие они. Совсем другие же, да? Глаза зеленые. Почему? Зеленоватые. Зеленопатые, такие яркие глаза. Вот Говорят кож- же, с этой будут кальхара. Ага, кошечьи глаза. Ну вот тоже Филипповы, наши родственники, да? Тоже Филипповы, родственники. Да. Ну, один Филиппов Прокопий приехал со своими сыновьями. Потом вот Зачем это? кого-то в Висиде оставил, кого-то в Синск отправил, кто-то там в Ардабан приехал, сыновей своих. Вот они на ком-то женились. Так что
Наших полно. Везде вот. Хотя вот посмотришь, да, по этим ревизским сказкам, большинство мальчики рождались. Мальчики. И семьи же были многодетные. Да, там не удивишь, там 3 ребенка, это вообще как-то, ну, как я сказали, 1 ребенок, не ребенок, 2 ребенка, полуребенок, ребенок, да, как 1 ребенок. А там по 10, по 12 было, да. И выживал, конечно, сильнейший. Поэтому да, они все вот такие крепкие. А у бабушки Сыроватской это 25 детей она родила. И сколько выжило? Выжила совсем 4. Раньше мало выживали. У моей бабушки тоже 19 было, совсем мало выжило. 25. Время тяжелое. Естественный отбор же был. Естественный отбор, да. Сильный выживает. Да, вот 2 вот, например, Виссарион Филиппов же есть. А тетя Клава и мою маму возьми. Они же В 1 год, да. 1 год родились. Вот Виссарион родился. Другая в декабре родилась. Спартак Моя родился мама. в январе, Виссарион родился в декабре. 9 месяцев же только. В 1 год. Ничего себе. От Ну, одной здоровые мамы. женщины были, получается. Да. Ага. Здоровые. Ну и вот действительно естественный отбор. 10 детей осталось. Больные уходили, умирали. И вот наше старшее поколение всегда говорили: ой, тут болит, там болит, говорит, вообще ничего не делаете, сейчас все у вас есть. Раньше, как они говорят, вот мы работали, потом жали сами этот хлеб, беременные, не беременные, никаких отпусков не было. Мало в поле Поле рожали. родила, говорит, сразу там в на поле покосе, немножко полежала, отлежала, взяла косу и пошла дальше косить, потому что коров надо было как бы это содержать, кормить-то. Я Всё работали, это, рожали, через 3 дня уже на Трудодни были же еще, по-моему, там уже обязательно было, да? что-то? Старинное, да, время, конечно. Старины лахи было. А теперь что? Ну, жизнь меняется, что делать? К лучшему. Женщинам тоже хорошие условия создают, пытаются. Материнский капитал, все дела, да, там, отпуск по уходу. Так, чтобы... Михаил Ефимович, кстати, очень много сделал для культуры в свое время, но это некоторые там хорошие дела тоже убрали, конечно. Для работников культуры он очень много Да. сделал. Ну, в целом... Для меня, для моей библиотеки, я вообще-то бывший библиотекарь, мы первые в Улусе, сельская библиотека, которая получила компьютер, интернет. Это все благодаря Михаилу Ефимовичу. Вот я до сих пор говорю Михаилу Ефимовичу большое спасибо. Если он увидит это, если он услышит. Он увидит. Ага. Он увидит обязательно. Да. Спасибо ему большое. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни. Да-да-да. Пусть он нас радует своими Он хорошими всегда делами. останется первым президентом. Мы всегда с теплотой Сколько будет вспоминаем еще, а он всегда о останется годах первым. его правления. Было как-то проще, спокойнее, увереннее мы были, да, работали, зная, что никаких там таких резких поворотов не будет, все было осмысленно, четко и спокойно, по крайней мере, без никаких этих взрывов, как сейчас. Лишь бы была стабильность, Да. лишь бы не было войны. Вот, ну, Лидия Андреевна, вы про свою книгу расскажите. «Песни ямщицкого тракта». Да. Ага. Ну вот, конечно, об этом я задумывалась в 90-м году, когда сюда вот приехала. Молодым специалистом. Да, как молодым специалистом, когда я вот услышала песни бабушек, я решила, что, ну, чтобы работать и чтобы интереснее звучало, там, многоголосие и так далее, надо на ноты записывать. И я записывала на ноты, альбом нотный, и эти песни я все записала. И как-то это на какое-то время забылось. И потом, когда прошло определенное время, и я задумалась, а почему бы вот не... Бабушки уходят, песни уходят, а надо как-то оставить это в нотном, в памяти, да. И нашла, слава богу, что сколько, более 20 лет прошло, что эта нотная тетрадь сохранилась. Я ее взяла. Вы когда в потом- Якутске вы были, извините? Да. В Якутске работали, Уже да? когда в Якутске работала. И дважды мы вот ездили в этнофольклорную экспедицию от Иркутска до Якутска, и где мы тоже встречались с старенькими людьми,
и хотели записать у них песни. Но опять-таки в любой, вот почтовой станции, даже вот это, в Ольгинку заехали, говорит, там бабушка такая старенькая, она много песен знает, говорит, вообще пиво не было. Мы посетили ее, она такая бабушка старенькая, сидит, ага, руки трясутся. Она говорит, я же сейчас я не помню, говорит. Ну, мы уж ее там уговорили. Она частушки только напела и какую-то песню начала, говорит, ну я не помню. А записывали? Нет, не записывали. Да и никто вот из ее окружения не додумался, что надо записать. Да. Нас сопровождал сам мэр Усть-Кута, Душин Александр Викторович. И вот он говорит, да, это, конечно, наше упущение. Мы никогда в такие экспедиции не снаряжали народ. И теперь вот с нашей подачи они тоже как бы воспряли духом и начали заниматься вот именно сбором этих песен. И вот, к сожалению, в Иркутской области очень мало сохранилось. Они там современные песни все поют. А вот у нас Хангаласский улус, он, по-моему, в лидирующих. Вот. Алюкминский. Да. Ленский. Алюкминский тоже не очень. Другие Нет, не не совсем, так прямо скажем, да. Ну вот в песеннике в этом собраны все песни, которые я помню и которые помнят наши и пели наши бабушки-прабабушки. Песни Ямщицкого тракта. Здесь есть и хороводные, и солдатские песни, песни о доле, шуточные песни, игровые. И интересен этот сборник будет еще тем, что здесь есть авторские песни, современные, которые вот наши авторы писали о ямщиках, о ямщицкой службе. Также есть и частушки. А частушек у нас ого-го сколько. Всех не перепишешь. Но тем не менее тут вот записанные у Галины Крюковой, у Владимира Филиппова, Идяи, там Титары, да, Лидия Герасимова, Александра Капитонова, Ефросинья Капитонова, да, Валентина Петрова, Надежда Тупицына. Вот это, кстати, бабушка тоже с Иркутской области были у нее. Ага. Сталина Барабухина, вот это вот наша осинская, да. И также, чтобы дополнить этот сборник, я сюда включила все песни о ямщиках вообще всего периода советского, да, однозвучно звенит колокольчик, да, степь да степь кругом. Степь да степь, ямщик не гони лошадей, чтобы вот человек, ага, песни Ямщицкого тракта, раз берет, открывает. А вот это вот хангаласские поют, это вот иркутские, а вот это вот вся Россия поет и, ну, как бы объединила. А вот живое звучание вот этих песен где-нибудь есть? Вот, например, сколько песен? Ну, живое звучание, вот любой специалист, открыв вот этот песенник, да, тут есть ноты. Он возьмет, наиграет, и вот она тебе мелодия уже живая. Да. Саккомпанируют, не просто слова. Вот некоторые предыдущие наши, Галина Николаевна, да, Дарья Константиновна Тараненко, они просто песенники, тексты. Но тексты текстами, а мелодия же... Нет, подождите, а эти песни вы все пели, да? Да, мы все пели. Все пели. Да. Вот, например, записи есть. Сидела Ваня на диване. Давайте-ка споем ее. Давайте. Сидела Ваня на диване, чай горячий допивал. Сидела Ваня на диване, чай горячий допивал. Не допивши полстакана, за девчонкой побежал. Не допивши полстакана, за девчонкой побежал. А девчонка, раскрасотка, расскажи свою любовь. А девчонка, раскрасотка, расскажи свою любовь. Я любил тебя 3 года, а теперь я не могу. Я любил тебя 3 года, а теперь я не могу. А теперь я не могу, да на Кавказ пешком пойду. А теперь я не могу, да на Кавказ
пешком пойду. На Кавказе девок много, можно каждую любить. На Кавказе девок много, можно каждую любить. Получил я 240, остается рублей 5. Получил я 240, остается рублей 5. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. Там я скачиваю на пляжу, ямщик песенку поет. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Ваня к дому подъезжает, колокольчик динь-динь-динь. Ваня к дому подъезжает, колокольчик динь-динь-динь. Мать Ванюшу повстречала, начала его бронить. Мать Ванюшу повстречала, начала его бронить. Ах ты, сукин сын, бродяга, куда денежку девал? Ах ты, сукин сын, бродяга, куда денежку девал? Я ни разу не грязный, я с девчонкой прогулял. Я не в карты не бильярды, я с девчонкой прогулял. Сидел Ваня на диване, чай горячий допивал. Сидел Ваня на диване, чай горячий допивал. Вот так вот. Вот так Браво. перелистнули, да? Любую, да? Ой, Даже хорошая стала, да? А капельный что-нибудь. Из города-то едет он. Круглое лицо. Ну давайте. о, Катерина Капитаншина, помните, да? Наша тоже. Катерина Капитаншина. Такая традиция. Давно ее не пели? Катерина, капитанша, подай ручку, не хочу. Доля моя, доля моя, доля, подай ручку, не хочу. Подай ручку, не хочу, сам жениться хочу. Доля моя, доля, сам жениться хочу. Если хочешь ты жениться, сядем за ночи со мной. Доля моя, доля, сядем за ночи со мной. Сядем за ночи со мной, в карету золотую. Доля моя, доля, в карету золотую. В карету золотую новобранца посажу. Доля моя, новобранца посажу. Новобранца посажу, сладким пивом напою. Доля моя, доля, сладким пивом напою. Вот так.